Пляжные селфи, полеты на параплане и другие развлечения. Туристы на Иссык-Куле, как правило, видят только одну сторону курорта. Таких детей, как Даниль, торгующих на берегу рыбой, вареной кукурузой или сладкой ватой, отдыхающие словно не замечают. Жарко, ноги вязнут в песке, хочется пить всегда. Я продаю сладкую вату второй год. Беру один пакет по 7 сомов. Продаю за 20 сомов. В среднем зарабатываю за день 130-150 сомов. Это 2-3 доллара. Часть выручки снова отдаю за товар. Вату Даниль покупает у Гульмира. За небольшую плату женщина позволяет ему жить в своей палатке. Мне нетрудно помогать ей. Зато у меня есть некоторые привилегии. Я уже набил руку и считаюсь одним из лучших продавцов. Как раньше, вату уже не ем. Иногда, когда я был голоден, я мог случайно съесть почти всю вату. Сейчас я собираю деньги, чтобы через неделю выплатить кредит, который взяла мама. В 7 утра у палатки начинают собираться дети за товаром. Каждый шарик из ваты маленькие коммерсанты осматривают очень внимательно. Попадется смятый или сморщенный – не купят. За привычными хлопотами каждый занят своими, совсем не детскими мыслями. Я решил, что я сам себе куплю тетради и книги. Надо помогать семье. Вначале я стеснялся, молча ходил по пляжам. А сейчас туристы меня часто отгоняют, говорят: не ори по духам. Все это нужно терпеть, потому что нужны деньги. Байдуалет рассказывает, что ребята помладше, иногда забыв про вату, идут купаться. И тогда их товар, конечно, пропадает. Есть среди них и совсем маленькие. Купюры, такие малыши, различают только по рисунку. Ты раньше продавала вату? Да. Когда? Когда первый класс была. Сколько денег заработала? 300, 200, 100 и 90. Часть выручки, или в лучшем случае несколько пакетов сладкой ваты, детям приходится отдавать местным ребятам. В некоторых пансионатах даже существует целая система поборов. По этой и другим причинам в этом году правительство Кыргызстана запретило работать детям в курортной зоне. Однако из-за того, что жители региона живут на летние заработки круглый год, не работать малыши просто не могут. По официальной статистике в детский труд вовлечено около 30% несовершеннолетних. По неофициальной гораздо больше. Им трудно живется, действительно, что они вынуждены уже с такого возраста работать. Они еще должны быть в детстве. Они еще должны отдыхать, ни о чем об этом не думать. Они должны быть беззаботные. Детство должно быть радостное и беззаботное. Играться, развиваться. О том, что можно не работать, Даниэль вспоминает, когда видит своих сверстников. Рассказывает, что когда продаст много сладкой ваты и выплатит кредит, обязательно откроет свой бизнес. И тогда ни ему, ни его больной маме больше не придется работать. Джубек Бегалиев, Азат Антымаков. Для настоящего времени из Кыргызстана.